Разговор с Идрисом Асаниным, приглашенным нами в редакцию, состоялся не сразу. Как член Центрального совета ОКНД, Организации Крымско-Татарского национального движения, он очень занят. И начать разговор он предложил с первоисточника материалов дела номер 359, рассмотренного в 1950 году Самаркандским областным судом. Вот они, 2 тома, затребованных по просьбе Асанина из архивов КГБ. 2 тома протоколов допросов, показаний свидетелей, почерковедческих экспертиз и политических анализов стихов обвиняемого. Стихов, как они квалифицируются, везде в деле антисоветского содержания. Идрис Асанин – поэт, писатель. Один из видных деятелей национального движения крымских татар, где главным оружием в его борьбе на протяжении всей его жизни стало слово. Beklemеңсіз ғаріплер падишадан мерхамет, ұзалымның өзінден башлады бұл қиямет. Емір берді қудылар баба юрты Қырымдан, ұсақ екеш біз үшін құртылыш жоқ зұлымдан. Қырдыр сенесі ноябрь айында yazılan şey. Все началось с этого стихотворения, посвященного Сталину. Вернее, в 50-м году, будучи студентом 3-го курса исторического факультета Самаркандского пединститута, где 20-летний парнишка, родом из Бахчисарайского района, деревни Фотисала, перенесший депортацию и ее ужасные последствия, когда родители в 44-м скончались от тяжелой лихорадки и голода, невыносимые условия чужбины, страдания и массовая гибель людей, словом, трагическая судьба крымско-татарского народа стали началом его яркого политического творчества. Bu vaziyetin көрген соң bu үкіметке қарсы нефрет doğmaz mı? Ama мен приговорымда yazılar, что я в своей литературе, в своих воззваниях пишу, якобы призывая народ к свержению существующего строя. Его обвинили за смелое высказывание в стихах, за призывы к борьбе, в которых он искал пути освобождения народа, высланного из родной земли. Все это в повести «Дороги, омытые слезами», поэме «Это не сон». Оны татар жазған шиырларны 3 экземплярдан yapқандар. Татаржасы тұра, оның астында русчасы, онда üçüncüsü енді гослитні анализі. Да бір ерде, егер почеркта имяда fark olsa, yapılar gosmet ekspertiza. O da ne degeni? Bu meni почеркімі, yoksa meni yazgan şiirimi başkası көшіріп yazgan mı? Bu yerde bilmek istiyorlar, bu şiirler ne derece tarqatılgan. Ondan sonra öyle çıka, ular materyal toplagan vakti, meni koluna yazılan şiirler bir meniki olsa, bu tarqamagan eken, bunun kabahati az. Ama birkaç почерктерин beraber daha tapılgan olsa halkların kolunda, o ende ya da машинкада basılgan olsa, bu ende распространение. В уголовном деле Идриса Асанина сохранился текст заключения Самаркандского областного управления по делам литературы и издательств, в котором на основании приведенных материалов и заметок делается вывод, что их автор, крымский татарин, злобствующий и клевещущий на советскую власть за выселение с Крыма, восхваляет главу контрреволюции Челебиджихана, пантюркиста, как видно и сам таковым является по своим стихам и заметкам, вспомнив историю крымских ханов, восстать и восстановить Крымское ханство, объединить все тюркские народы в единое большое государство. Замначальника обллита Родионов. Следствие продолжалось 7,5 месяцев. Идрис Асанин обвинялся по статьям 58 части 3 Уголовного кодекса Российской Федерации, статье 66 и 67 Уголовного кодекса Узбекской ССР. Суд приговорил его к 25 годам лишения свободы и 5 годам поражения в правах. Срок он отбывал на Северном Урале, затем в Заполярье. Şiirlardan tercüme edilgen Kereler деген bir şiir татаржадан перевод yapkanlar, едва ступив на эту землю, они уже владеют ею. Это белые люди, белые. Они вырубают леса, они присваивают каждый камень. Они белые.
из их пальцев брызжет огонь. Они прячут свой яд, они прячут веревку, чтобы повесить наших отцов. Горе нашему краю. Рабство, согнувшее нас, вышло из чрева безбожества. Станут рабами деревья, камни станут рабами, станет рабом человек, будет разрушено сердце моего народа. И сурайлар. Следствие требует ответ, кто это белые, почему они страшные. Ответ. Захватчики всегда страшнее. Кто они в данном случае, я не могу конкретизировать. Вскоре по этапу прибыли соотечественники, писатель Ишреф Шимьизаде, врач Исмаил Бахшиш, актер Халид Гурджи. Соны шабагам айтты, Чобанзадені öğrendim. Anan kaydanın manasını anlattı. Emna doslığını bilirdi. Çobanzadeni anan kayda şiirini okuğunda tilin kurmeklenir. Yani ustalığı onlar balaban değildir. Lakin manası büyüktür. Mutlaka o şiirini analiz yap dedi. Onun için de o şiirini ben analiz yapıp İşvağan'ın vasiyetinden geçen yıl Çobanzade'nin Sübbet degen poemamı yazdım. O poema boyunca da birinci yerini aldım. 2005 senesinde en yaxşı eserlerden bir tanesi birinci diplom verdiler. Bu İşvağan'ı vasiyet edim. После смерти Сталина и пересмотра многих дел заключенных срок лишения свободы Идрису Асанину сократили до 10 лет. В 1957 году он освободился. Вернувшись из лагеря, продолжил учебу на историческом факультете, затем поступил в Ташкентский политехнический, где получил диплом инженера-строителя. Работал в строительных организациях Самарканда, удостоен всевозможными грамотами. Однако и дальше продолжал борьбу за восстановление прав своего народа, активно участвуя в национальном движении крымских татар. Продолжая писать стихи, которые не публиковали, в его доме неоднократно проводили обыски, забирали рукописи. Среди сотен стихов, поэм и повестей в его творчестве множество исторических, литературных, культурологических статей, очерков. Идрис Асанин является единственным репрессированным и оставшимся в живых узником ГУЛАГа крымско-татарским писателем. Вернувшись в родной Бахчисарай только в 1997 году, впервые за 50 лет его творчества издана книга стихотворений «Бир авуч топрах» «Горсть земли». В ней вся трагическая судьба крымско-татарского народа. В доме писателя огромнейшие архивы, пересмотреть которые за короткое время практически невозможно. Это уникальные исторические материалы об Исмаиле Гаспринском и других видных крымско-татарских деятелей до депортационного периода. Ну и, конечно, уже изданные им книги, многотомное издание «Адалет Куреше Сафларанда» в рядах борьбы за справедливость. Здесь, в привычной обстановке, за своим рабочим столом, Идрис Асанин пишет третью книгу о ветеранах национального движения, куда войдут аж 78 крымско-татарских имен, а значит 78 национальных героев. Среди них довольно известные нам Арсен Альчиков, Асанов Парик, Асанов Усин, Кадыров Нариман, Меметов Ибраим и еще десятки испытанных временем. Испытанный временем, Идрис Асанин, некогда давший клятву посвятить себя народу, остается верен ей по сей день. Как и в 20 лет по характеру, он остался таким же упорным и стойким и сегодня, в свои 78. Скромный по натуре, о себе рассказывать не любит. Всю душу раскрывает только в творчестве, уединяясь и погружаясь своими мыслями в размышления о жизни. Поэт считает, что стремление народа к самосохранению, к возрождению и восстановлению национального образования, языка, литературы и культуры вступила в новую фазу. Друзья, борьба не кончилась, она только начинается, говорит Идрис Асанин. Айтмак керек эр вакыт doğru, сказать всегда правду. Говорят, у поэтов особая судьба и свое предназначение. Идрис Асанин – поэт, начавший свое творчество в момент изгнания своей родины, в пути, в вагоне, не бросивший перо в подвалах КГБ, несомненно, послужит примером для нового поколения крымско-татарской молодежи, волей судьбы и сегодня продолжающих борьбу за свои права здесь, в Крыму, на родной земле. Поэтом несгибаемой воли называют Идриса Асанина. Я не Пушкин и быть им не обязан. Не пример мне ни Лермонтов, ни Байрон,
Особая судьба у моего народа, и мне судьбой дано другое назначение. Halkım